В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В частном доме в Якутске случился пожар, есть жертвы. Борьба с огнем на территории Якутии продолжается. На тушение привлечены более 1000 человек. Глава столицы ознакомился с ходом работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Три человека погибли при пожаре в доме в Якутске. В ночь на 13 июня на улице Луговая горели частный дом с гаражом. Предположительно, там находилось 4 человека. Фрагменты 3 людей найдены. На месте пожара работает психолог и дознаватель регионального управления МЧС России. К тушению пожара привлекалось 54 человека и 14 единиц техники. Причина, виновный и ущерб устанавливается. Пожар ликвидирован на площади 140 квадратных метров, производится разбор конструкций. Огнем поврежден дом и гараж по всей площади. На территории Якутии действуют 19 природных пожаров, за сутки ликвидировано 6. На тушение было задействовано 1051 человек и 142 единицы техники. Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах. На особом контроле регионального управления МЧС России находится обстановка в Вилюйской группе районов, Тампонском и Алекнинском районах, где зарегистрировано 8 очагов на общей площади с момента обнаружения 19 346 гектаров. Продолжается поэтапное увеличение группировки сил и средств. Прибыли 223 человека Федерального резерва авиалесоохраны. В случае ухудшения обстановки в готовности к применению находится аэромобильная группировка Главного управления в количестве 60 человек личного состава и 9 единиц техники. 2 пожара это сложные, это в Тампонском и Усмайском. Они связаны с труднодоступностью. Сегодня в пожаре работает 966 человек, 111 единиц техники. И при этом по прогнозам у нас неутешительные, ожидаются грозы и дожди, но есть также человеческий фактор. Хочу попросить людей, чтобы ограничили выезды в леса, на природу в эти выходные. Ну и также блюли, если выходят, то блюли, конечно, правила безопасности по обращению с огнем. А ситуация в Тампонском районе остается сложной. Вчера от поселка Хандыга в 1,5 километрах организовали встречный огонь. Ночью возник еще один пожар вблизи федеральной дороги Колыма. Проведены работы по тушению отдельных очагов водой. Также задействована авиация. За сутки вертолетом Ми-8 с водосливным устройством произведено 17 сбросов и слито 61 тонна воды. Перехода огня на населенные пункты не допущено. Здесь могу прокомментировать следующее, что пожары были связаны с встречным отжигом, то есть организованные это для того, чтобы опять же обезопасить населенный пункт от большого пожара. Там ветреная погода стояла и угроза подхода большого пожара к поселку сохранялась. Сегодня эта угроза почти снята и находится под контролем. Второй пожар по Тампонскому району именно произошел вблизи дороги, и тем более там гроз и дождей не было, и там явно человеческий фактор. Поэтому сегодня разбираются. Медведей заметили в районе городского кладбища в Алдане. О фактах выхода животных поставлены в известность органы экологического надзора и правоохранительные органы. Жители Алдана просят воздержаться от посещения кладбища. 93 новых случая коронавирусной инфекции выявлено в республике за сутки. В Якутске 60 случаев, в Мегино-Кангаласском районе 6, в Вилюйском районе 5 случаев. В Ленском, Мирнинском, Усть-Алданском районах по 4 случая. В Сунтарском 3, в Верхневилюйском, Нерюнгринском и Татинском районах по 2 случая. В Абыйском 1 случай. За сутки лабораториями республики проведено 2857 исследований на коронавирусную инфекцию. Коронавирус в России набирает обороты. Москва вводит новые ограничения. В последнюю неделю в столице наблюдается резкий рост заболеваемости.
При том, что в апреле он снижался уже до 4000 случаев в день, сегодня вырос до 6701 случая за сутки. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в городе нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников и рекомендовал компаниям перевести часть сотрудников на удаленку. По мнению эпидемиологов, сейчас необходимо снизить скорость распространения вируса и таким образом приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей. В Якутии строительный сезон в разгаре. Глава столицы Евгений Григорьев ознакомился с ходом исполнения работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом и не только. Смотрите в материале Евгения Тайтонова. В прошлом году в поселке Хатасы уложили новое дорожное полотно на улице Совхозная и Аржакова, а в этом году асфальтом покрыли улицу Каландрашвили. Все три улицы соединены новым покрытием, что гарантирует комфортную и безопасную езду. Благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» у нас асфальтируется и республиканская, и муниципальная дорога. Это по улице Каландрашвили. Муниципальная дорога составляет около 1,5 километров и республиканская около 5 километров. И в настоящее время также еще запланированы ремонтные работы по улице Аюнского и по улице Сидора Алексеева. Всего в этом году в городском округе заасфальтируют 44 улицы протяженностью порядка 48 километров. Раньше такой большой объем работ в столице региона можно было добиться за десятки лет. Помимо выполнения самого плана, особое внимание уделяется качеству выполняемых работ. Все недочеты подрядчики будут исправлять за свой счет. Мы посетили работы 19-20 года, которые были проведены в рамках национального проекта по гарантийным обязательствам. У нас общий срок гарантийных обязательств на верхний слой дорожного полотна 4 года, от 4 до 5 лет. Поэтому по всем объектам, по которым были ранее выставлены замечания, сегодня ведутся работы. Но если учитывать общий объем работ, который проводился, и количество нареканий по гарантийных, которые есть, их немного. И все они выполняются за счет подрядчиков, бюджетные средства на это не расходуются. Помимо ознакомления с ходом ремонта дорог, глава города Евгений Григорьев встретился и с жителями города. Жильцы дома 1/2 по улице Очиченко вот уже более 15 лет сталкиваются с проблемой водоснабжения, как холодной, так и горячей воды. У нас из холодной воды идет просто кипяток. То есть у нас холодная зимой отсутствует. Летом у нас наоборот, отсутствует горячее. И с этим уже много лет боремся. И еще у нас постоянно нет воды, и нет постоянно напора. У нас может просто закончиться вода по непонятным причинам, хотя водоканал ничего не отключает. Эту проблему как-то решала наша управляющая новая компания «Модуль». Естественно, в острый самый такой момент они поставили нам вот эти бочки, чтобы хотя бы было, извиняюсь, на сантехнические, проблемы. Я не говорю там пить. Воду мы и так постоянно заказываем в баллонах. Заменить старые трубы на новые не представляется возможным, так как коммуникация проходит по территории, которая принадлежит силовым структурам. Сейчас власти города ищут другие пути решения, как вариант подключить дом к другой линии водоснабжения. Эти вопросы будут решаться уже в ближайшие дни. Евгений Тайтонов, Григорий Охлопков, Якутск. Мирнинское управление автомобильных дорог по контракту городской администрации приступило к асфальтированию дорог микрорайона Заречный. В его частном секторе бетонного покрытия не было никогда, теперь территория там преображается. Дорожники собираются завершить работы в кратчайшие сроки благодаря запуску мобильного асфальтобетонного завода. Подробности у Романа Муконина. Очередная порция песка, щебня, обильно сдобренная мазутом, и продукт почти готов. Затем его варят при температуре 140 градусов и в горячем виде отправляют в кузов самосвала, откуда его развезут по городу. Комплекс мобильный и может быть размещен на любой площадке. Его производительность 80 тонн в сутки. Готовится асфальт под бдительным взором оператора установки. В отличие от своих коллег, он находится в уютном помещении с кондиционером. И поначалу кажется, что ему повезло больше всех. Но, понаблюдав за его работой, понимаем, сидеть тут непросто, и ответственность у него за весь комплекс. Это только кажется, что здесь комфортно и все легко. Работа тяжелая, надо всегда быть в напряжении и смотреть за приборами, чтобы все шло
равномерно. Смотреть за датчиками, за приборами. Если где-то упустить момент, то здесь будет это чревато. Может засыпать завод и можно стать надолго. То есть завод должен работать не переставая. Свежий асфальт укладывают на нескольких улицах Заречного. Работают профессионалы с многолетним стажем работы. Коллектив в МУАДе крепкий и текучести кадров практически нет. Поэтому за качество работ отвечают. За 2 недели здесь уложат 3000 тонн асфальтовой смеси. Процесс укладки асфальта достаточно трудоемкий, так как занимает достаточно долгое время для выпуска асфальтобетонной смеси, подвозки его сюда, к месту производства работ, ну и непосредственно укладки и уплотнения асфальта. После асфальтирования Заречного работы начнутся в самом городе. Обновить полотно планируют на улицах Советская и 40 лет Октября, а также на шоссе Кузакова. Роман Муконин, Александр Еремин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Статус социального предприятия в этом году получили 111 якутских предпринимателей, перечень которых поручил создать глава республики Айсен Николаев. Всего заявки подали 132 организации, из них 50 от предприятий, которые ранее получали статус соцпредприятия, и 82 новые. Отобранные предприятия занимаются оказанием образовательных услуг детям и взрослым, организацией оздоровления и досуга, предоставлением социальных услуг, а также реабилитацией людей с ограниченными возможностями культурно-просветительской деятельностью. Сборная Бельгии разгромила национальную команду России в первом матче чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Там побывала наша коллега Нюргуяна Иванова. Она готова поделиться впечатлениями. Кристина, я приветствую тебя. Только что закончился матч между сборными России и Бельгии. К сожалению, Россия проиграла со счетом 3-0. Но мы не отчаемся, потому что турнир Евро 2020 только начинается. Все впереди, и мы верим в нашу сборную. Примечательно то, что в этом году гимн России прозвучал все-таки, несмотря ни на какие ограничения, ни на какие баны. Гимн России прозвучал. Мы этому рады очень сильно. Атмосфера просто волшебная, просто магическая. Люди приехали, были и туристы из Бельгии, но больше всего, конечно, на нашем домашнем матче были хозяева, россияне. Все очень сильно поддерживали нашу сборную. Но это футбол, это спорт, несмотря на это, все равно мы верим дальше и продолжаем следить за событиями Евро. На этом все. Мы следим за развитием событий. Не переключайтесь.